Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапор или же погалам елташ лактин дандане Эльвира Америкагач. Сегодня я хочу вспомнить жизнь в стране, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик. Туда входили 15 республик, таких как Россия, Молдавия, Белоруссия, Украина, Узбекистан и остальные республики. И мое видео это только мои личные воспоминания. Начну говорить с образования. Образование это то, о чем сегодня мы наверняка все вспоминаем с великим удовольствием. Начальная школа с 1 по 3 классы, средняя школа с 5 по 8 классы, старшие классы это были 9 и 10 классы. После 8 класса можно было продолжить учебу в 9 классе, либо продолжить в СПТУ, в сельскопрофессиональном училище, или же в городском профессиональном училище, или в каком-нибудь среднеспециальном училище, например, художественном училище, или же в музыкальном училище, которое я когда-то закончила. После окончания техникума или же училища образование можно было продолжить в вузах, в высшем учебном заведении. Образование во времена Советского Союза, скажу, было очень качественное. Выпускники всех учебных заведений работали в основном по специальности и работу получали по распределению. Получив образование в России, могли уехать по распределению куда-нибудь в Казахстан или же в Узбекистан или еще куда-нибудь. И очень часто, уехав на работу, люди встречали своих половинок и создавали семьи абсолютно разных национальностей и даже разных религиозных конфессий. А в школе с неуспевающими учениками учителя занимались после уроков. Также после уроков были продленные группы и самые разные кружки, где дети получали дополнительные знания, дополнительное образование и развивали свой талант. Образование в 70-е и 80-е годы было бесплатное. Я, например, помню, как в летнее время я отдыхала в пионерском лагере Таир на озере Таир. Это в Марийской АССР. Это было от профсоюза Министерства образования Марийской АССР. Я помню, часть была заплачена профсоюзной организацией, а часть заплатили мои родители. До сих пор помню очень качественную, натуральную еду в этом пионерском лагере. Вместе с образованием в школах и также в среднеспециальных учебных заведениях преподаватели также занимались воспитательской деятельностью. Уже в 1 классе мы становились октябрятами, носили звездочки с портретом Владимира Ильича Ленина. Спросите, кто он такой был? Это того самого, который был основателем партии большевиков, предводителем Октябрьской революции в 1917 году. Дальше уже в 3 классе старшими братьями октябрят становились пионеры, которые носили красный галстук. И 19 мая, День пионерии, отмечали очень торжественно. Позже, в возрасте 14 лет, становились комсомольцами и носили также значок в виде красного флага с портретом Ленина. А в школьные годы было очень популярно сбор макулатур. Это или мало? Что можно сделать за 1 минуту? Или же сбор лекарственных трав. Дни, недели, месяцы. Вот почему нужно уметь дорожить каждой минутой своей жизни. Вспомни, какого труда стоит... Если человек заболел, то также получал бесплатное медицинское обслуживание, вне зависимости,
где бы ему приходилось лечиться. Я помню, мне в 17 лет вырезали аппендицит в Южно-Каролинской городской больнице на улице Тельмана. Я не помню, чтобы я оплачивала пребывание в больнице, операцию, все медикаменты, хотя иногда приходилось слышать, что люди искали какие-то лекарства по своим знакомым, имеющим доступ. Также помню, как наш папа отдыхал в здравнице в Сухуми и потом долго об этом вспоминал. Безработицы как такового не было, и как-то все были при делах. Были медвытрезвители, куда собирали людей с алкогольным опьянением, и об этом могли даже сообщить на работу. На работах были самые разные профсоюзные организации, месткомы, комсомольские и партийные организации, которые собирали взносы регулярно. Проводили собрания, и причем собрания могли быть по самым разным темам. Иногда на таких вот партийных собраниях могли обсуждать какого-нибудь работника, который смог позволить обратить внимание на чужую жену или же чужого мужа. Как говорится, советский человек должен был быть высоких моральных устоев. Про партийные взносы я помню, как-то приехала примерно в 2009 году домой к маме и при уборке дома у родителей нашла партийные билеты своих родителей, которые состояли в Коммунистической партии Советского Союза. Наверное, начиная с 1950-х годов по 1991, даже выйдя на пенсию, они платили партийный взнос или нет, теперь уже точно я не помню. А вообще это было условие, учитель в школе должен был быть членом Коммунистической партии Советского Союза. Так вот, подсчитав ту сумму, которую мои родители выплатили в взносах КПСС за все года пребывания в КПСС, я посчитала, что они всем своим 6 детям на тот момент могли бы купить по машине «Жигули». А тогда это были, знаете, огромные деньги. Я, конечно, тогда ужаснулась, увидев сумму. Ну и вот и делайте теперь выводы, кому было хорошо. Продукты питания в основном мы производили сами, ибо мы жили в деревне, и у нас было свое подсобное хозяйство. Корова, теленок, поросята, гуси, утки, курицы, овечки. Но я очень хорошо помню, как говорил отец, а это уже было в 70-е годы, что до моего рождения продукты питания, которые они производили, с личного подсобного хозяйства, как, например, молоко, сметану, творог, масло, мясо, яйца, им приходилось сдавать все государству. Если не все, большую часть. Поэтому я скажу, что имея подсобное хозяйство и огород, у нас же дома было все. Я, живя с родителями, никогда не была голодной. Мне они рассказывали очень много из собственной жизни, а особенно как они пережили Великую Отечественную войну. Поэтому очень глубоко воспитали любовь и уважение к хлебу. Никогда не выбрасывать хлеб, если есть излишки, кормить животных. В 70-е, 80-е годы на полках магазинов из продуктов питания, я помню, хлеб, консервы, некоторые колбасы. Рыба была, икры не красной или же черной я не видела на полках. Для народа она, в принципе, не была доступна. В 80-е годы появились талоны на масло, сахар, кофе или же водку. Помню, дрожжи были дефицитом. Люди, работающие в торговле, как в райпо, в районном потребсоюзе, они были очень нужными людьми, и с такими людьми многие старались дружить, ибо они могли достать то, что было недоступно на прилавках. Очень были популярны так называемые барахолки, где можно было купить модные импортные вещи или сапоги, там, например, за 170 рублей. При этом заработная плата
превалировала между 40 и 80 рублями. Я помню, в Шкарале они были в ранние воскресные часы. Можно было сдавать пустые стеклянные бутылки из-под лимонада и водки также, что приносило также некоторый доход, и в студенческие времена это помогало. Очень ярко, с транспарантами, плакатами и шарами проходили все возможные майские и ноябрьские демонстрации. Культурная жизнь также не стояла на месте, и проходили всевозможные концерты на самых разных уровнях. И сегодня можно с удовольствием вспомнить те ансамбли Советского Союза из самых разных республик ныне стран, как из Узбекистана Яла под управлением Фаруха Закирова. Или же белорусские верасы. Кудесница леса, Песняры. Письма лично на почту ношу слов. Причем песни писались для детей самых разных возрастов, и один из таких популярных детских композиторов был Владимир Шаинский, песню которого «Чему учат в школе» до сих пор поют. И говоря о детских передачах, были такие замечательные передачи, как «Будильник», «В гостях у сказки» с ведущей Валентиной Леонтьевой, «Спокойной ночи, малыши» с ведущей Татьяной Веденеевой. Я лично очень любила программу «В мире животных» с известным Николаем Дроздовым, юмористические передачи «Ералаш», с серией мультфильмов «Ну погоди» с участием волка и зайца. Да и много разных телепередач для взрослых также живут в доброй памяти, как, например, «Алло, мы ищем таланты», «Аншлаг», «Время», «Голубой огонек», «Играй гармонь», «Кабачок», «Международная панорама», «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», где слушали известных итальянских, французских, индийских исполнителей других стран, «Музыкальный киоск» и многих других теле- и радиопрограмм. Смотря эти передачи, мы получали, знаете, настоящее эстетическое наслаждение. До сих пор пользуются в народе популярностью очень добрые кинофильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, как, например, «С легким паром» и некоторые другие. Во времена Советского Союза церковь и государство были разделены, и работающим учителям, врачам, партийным работникам возбранялось ходить в церковь, молиться и также иметь какие-то религиозные атрибуты дома. Нельзя было, например, венчаться в церкви, за что могли исключить из комсомола или же партии. Было время, когда церкви целенаправленно разрушались. Заступися и помилуй, Мати Христа. Но я помню опять же рассказ своих родителей, что с такими людьми впоследствии происходили необъяснимые несчастные случаи. С Богом не шутят. Много хорошего было во времена Советского Союза, как, например, развитие науки и техники. Это полет в 1961 году первого человека в космос, бесплатное жилье, люди получали жилплощадь. Развивали также свои национальные культуры, изучали национальные языки в школах и везде. Была своя мода, которая по-своему была близка очень многим, но и отрицательных моментов также хватало, как, например, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». В принципе, знаете, за тебя думали и тебе диктовали, что можно, а что нельзя. И в таком состоянии, конечно, выросли некоторые, которые и впоследствии не научились думать независимо. Во времена Советского Союза сельское хозяйство развивалось в виде колхозов и совхозов. В принципе, знаете, люди, живя в деревнях, имели доступную работу.
А про спорт и не стоит говорить, потому что на многих Олимпийских играх наши спортсмены иногда занимали аж все почетные места. Что могу сказать напоследок? Все познается в сравнении. Почему распался СССР? Я не историк и не политолог, но, наверное, это было исторической необходимостью. Скажу честно, что после распада СССР жизнь напоминала мне жизнь разводящихся родителей, матери и отца, которые иногда за своими амбициями забывали о своих детях. Разрушить легко, строить куда тяжелее, но даже после развода при желании можно оставаться добрыми друзьями и иметь цивилизованные отношения, уважая друг друга. Одним словом, каждый может быть счастлив по-своему, но уже в разводе. Как говорится, насильно мил не будешь. Спасибо за просмотр моего видео. Не забудьте обязательно поставить лайк. Распространите, пожалуйста, мое видео, подпишитесь на мой YouTube канал, кто еще не подписался, и оставляйте свои воспоминания или же ваше мнение. Я буду счастлива знать и прочитать. И будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Кугутау моен видеом ончумаланда, куку парням палым пендалаш и дамонда. Видеом шараза, мой YouTube каналашкем возалца. Кеша возалта на улган. И даже допела англизе, что на маштам кодезе. Тендантене Эльвира, Америка Витли. Улица, мой адрес Советский Союз.